Добрый день. В рамках республиканского проекта «Музыка для всех» и проекта Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия «Эпоха и музыка» совместно с Арктическим государственным институтом культуры и искусства проводит лекцию «Творить для народа», посвященной 12-летию якутского композитора Захара Константиновича Степанова. Лекцию проведет музыковед, отличник культуры Республики Саха-Якутия Наталья Иннокентьевна Саньяхова. Наталья Иннокентьевна, вам слово. Спасибо, Сардана Васильевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня знаменательная дата в якутской музыкальной культуре. 22 октября 30 года, ровно 90 лет тому назад, родился замечательный композитор, человек, первый профессиональный композитор из народа Саха, Захар Константинович Степанов. И мы не могли пройти мимо такой большой даты и посвятить свою лекцию его творчеству. Это будет одна из первых лекций. Мы планируем несколько провести. Ну, сегодня будет такая вводная, как бы небольшое знакомство. Я вижу, что здесь подключились молодые люди, которые, возможно, не знают творчества Захара Константиновича. И поэтому вот сегодня у нас такое событие. Ну, сначала я немножко о жизненном творческом пути скажу, что будущий композитор родился 22 октября 30 года в местности Маганкерях Сейнского наследия Кобельского района в Якутии, Якутская ССР. Вот. Ну, его годы детства пришлись на войну, как вы видите, да? У него был колысах, он умел таюки сочинять. И вот он первым заметил, что мальчик музыкальный, и всячески его поощрял. А тем временем, когда 13 лет было Захару, он уже смог организовать небольшой инструментальный ансамбль балалайки и гармоши, потому что сам овладел игрой. А вот 17 лет он уже вполне себе работал в Кобельском сельском клубе в качестве гармониста и аккомпаниатора. То есть вот первый его вход как бы в творческую деятельность. Такой музыкальный человек, конечно, не мог не продолжить свое образование. Вот 50-й, 57-й год – это его в жизни годы учебы в Якутском музыкальном училище. Сначала он учился в классе тромбона немножко, а потом уже перешел в класс баяна. А в те годы это был, конечно, активный период, когда Грант Арамович Григорян положил основу композиторскому образованию, вот, в частности, в музыкальном училище. И у него стал брать уроки вот, будущий музыкант, будущий композитор Захар. Конечно, в начале творческого пути это очень была большая удача, и он считает, Захар Константинович, своим учителем Гранта Григоряна. Значит, в эти годы он был призван в армию, но и тогда служили долго, 2-3 года, в Забайкальском военном округе, тоже отличался тем, что вот он обработки, переложения делал для оркестра, то есть музыку он не оставлял ни в коем случае. И закончив в 1957 году, молодой Захар выезжает в свой родной Улус. И работает там очень активно, 7 лет, с 1957 по 1964 год. Вот мы сейчас говорим музыка для всех, а тогда он был зачинателем, как мы выясняем из его биографии, был обычным сельским учителем музыки, который, вот эти дети выросли, стали взрослыми, и со многими он стал потом сотрудничать, они стали его либретистами. Мы знаем, вот «Таю ищет солнце», он сочинял их, вот спектакль был, да, он сочинял на их слова песни и так далее. То есть заложил еще в детстве, как учитель музыки. Ну и известны его хоры большие, ансамбли, вот, которые он выписывал, инструменты из города Алдана и так далее. То есть он был на своей родине, развернулся очень широко. Его, конечно, заметили, наградили, он стал отличником народного просвещения. Вот он очень гордился этой своей первой наградой. И он поддерживал все эти годы связи с музыкантами, с Грантом Григоряном, который вот он и Эдуард Ефимович Алексеев рекомендовали его дальше продолжать его учебу, потому что он чувствовал, что есть в нем силы. И тогда вот известный факт, что вот партия ведь следил за одаренными людьми,
Она по рекомендации вот этих видных музыкантов его рекомендовала на учебу, потому что не было национальных кадров. И первый секретарь обкома Гаврил Иосифович Челяев прямо буквально сказал, что нет у нас композитора, вот и надо вам учиться. Его отправили. Республика его направила, и он учился с 64 по 72 год в Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. Очень долго учился, потому что все-таки композиторское отделение – это серьезные вещи. Ведь он закончил всего лишь баян, ему было трудно. Он обучался у Яковлева, Иванова, Мурова, закончил у Юкичева, молодого композитора. И закончил он с очень большой фундаментальной ораторией «Славься, земля Ланхо», где воспел свою родную землю, вторая часть. Вот. И приезжает в 1972 году, вот здесь уже начинается его основной этап его творческой деятельности, многогранной. Вот это вот, кстати, оратория была с большим успехом исполнена. Тогда в республике вовсю работал оркестр, радио, телевидение и хор, они исполнили. И, в общем, как бы музыкальная культура, конечно, она обогатилась вот с этого момента, можно сказать, таким, во-первых, композитором, Кутским первым, во-вторых, таким замечательным произведением. И вот с этого момента у него начинается вот многогранная творческая деятельность. Это и педагогика, это и организационно-просветительская, и, конечно, собственно, композиторская. В 70-е годы это годы создания якутского отделения Союза композиторов, ну, тогда СССР. В 1979 году председателем был Николай Сергеевич Берестов, ну, их было мало композиторов, в том числе вот Захар Константинович, конечно, вступил. Стало возможным создание такого, ну, союза. А с 1989 и по 2016 он был вот долгие годы, там с небольшим перерывом, председателем правления. То есть у него был очень большой авторитет. И вообще вот я приведу здесь слова Вячеслава Казенина, тогдашнего председателя Союза композиторов, который вот буквально сказал следующее. Захар Константинович Степан, высокоодаренный композитор, профессиональный музыкант, внес весомый вклад в дело развития музыкальной культуры своей республики. Авторитет композитора Степана очень высок в российском музыкальном пространстве. Вот такая была оценка дана российским композиторам. Ну вот, конечно, главным была его музыка, вот эта деятельность. Мы, конечно, здесь опускаем, что он почти 40 лет трудился педагогом в Якутском музыкальном колледже, воспитал большое количество студентов. Он большую деятельность развернул совместно с другими композиторами по линии Дома творчества, мелодистов воспитал. Значит, первые композиторы, они вот с Николаем Савельевичем верстали сборники. Многие мелодисты же ведь не знали нотной грамоты, вот они аранжировали. То есть вот такая деятельность она была, дала свои плоды. Вот сейчас у нас ассоциации, что тоже явление для якутской музыкальной культуры, а основа была положена вот тогда еще. Ну и, конечно, у него был большой авторитет, как мы говорим, видите, в музыкальной культуре он творил. Ну, мы назовем лишь такие крупные его произведения. Вообще во всех жанрах он академически творил. Это и музыкально-театральная, и камерно-инструментальная, оркестровая музыка, вокально-симфоническая и вокальная. Ну вот самые его значимые произведения, это вот можно отметить оперу, колыбельную, это «Героика» лирическая опера, созданная к 40-летию Победы, и она удостоена была премии Союза композиторов имени Шостаковича. Это большая премия, самая главная премия композиторская. Вот, в ней 4 действия, она именно посвящена светлой памяти якутян, погибших в Великой Отечественной войне. И сюжетом служит там исторический документ, это семья Малгиных, мать Феврония Малгина, которая действительно пожертвовала жизнью своих детей во имя победы. Вот об этом это «Героика» лирическая опера. Она имеет хорошую сценическую судьбу и до сих пор у нас ставится.
90-е годы, вы сами знаете, что это 90-е годы, это были сложные годы, там исторические события произошли. И, тем не менее, вот он захотел вместе с Петром Николаевичем Табуроковым, народным поэтом Якутии, создать вот что-то такое о труде. Вот почему-то не было у нас ориентиров. Исчезли вот какие-то героические темы и тема труда. И вот он воспел свои оперетки. Анна есть Анна, или второе название песни «Зовет Валас», вот эту тему. Это такая бытовая народная комедия, музыкальная комедия, которую он создал в 1990 году. Ага. И там очень хорошие такие монологи, главная героиня доярка, молодежь трудится на ферме. Это 70-е годы. Но в то время, конечно, в 90-е годы как-то она не сложилась вот как комедия, ее музыкальная имею в виду, ее на большую сцену не пустили. Вот. Но она очень хорошо ставилась в Нюрбинском театре передвижном как комедия с разговорным жанром и так далее. И в последние годы Захар Константинович переработал эту партитуру, она была готова уже к постановке, но я думаю, что судьба ее еще будет счастливой. И балет, обязательно нужно вспомнить балет Ерхадана, вот, это тоже крупный жанр. Сейчас он идет как бы средствами народной такой хореографии, то есть этнобалет Ерхадана на юкагирские мифологические темы. И там еще переплетаются легенды северных народов. Вот она ставится с 2002 года, идет с большим успехом на сцене театра танца. Ну, конечно, это музыка к 6 драматическим спектаклям. Спектакли ведь были очень популярны тогда, они все сопровождались музыкой, и композиторы писали на них. Так, ну и здесь, конечно, нам нужно указать и про музыкальную сказку для детей. Детей он очень любил, для детей у него много сборников писанных. Мюзикл он сочинил, сказки старика Серкяна Сесяня на либретто Владимира Федорова. Вот она идет, вот этот мюзикл идет, это тоже новый жанр, он тоже открыл это для якутской музыкальной культуры. Вот я вернусь, что оперетта, это всего лишь вторая после своего учителя. Вот «Цветок севера» мы знаем, Григоряна, да? Ну, а третья – это Владимира Ксенофонтова, и это «Эбит». Вот видите, у нас 3 оперетты в якутской музыке, и вторую из них написал наш композитор. Так, ну и, конечно, вот крупно я сказала ораторию его, там еще, значит, посвящена памяти. Вот первую он тоже поднял вокальной симфонической музыки Платона Алексеевича Аюнского «Встреча с Аюнским», одночасные произведения. Ну а последние годы, когда 2000-е годы, у нас возобновилась вот симфоническая музыка, да, я имею в виду, филармония открылась, стало возможным исполнять произведения. Тут композитор активизировался, у него наблюдается всплеск интереса к симфонической музыке. Он, значит, перерабатывает некоторые свои произведения инструментально в одночасные картины или сочиняет новые, такие как «Снежный человек Чучуна», «Снежная пурга Арктики», «Танец цветов севера» и так далее. То есть вот они такие на тему Арктики, да, там, где можно развернуться и тембрально, чтобы оркестр звучал и так далее. Ну вот в концертах они сейчас звучат. А сегодня я бы хотела остановиться на одном из самых пронзительных, тонких, лирических его автобиографических произведений «Реквиеме», «Реквием посвящения», который он посвятил своей жене Марии Евстафьевне Степановой. С ней он прожил очень долго. Она была очень мудрая женщина, она все годы его поддерживала с самых первых лет их совместной жизни. Мы говорим о том, что он в 1972 году уже поехал, а ведь он в Новосибирск, а ведь у него было, в 1964-м, у него было уже 4 детей. И она, в общем, его мужественно отправила и героически вот эти все годы, в общем, дала ему образование. То есть она его очень понимала. К сожалению, Мария Евстафьевна рано покинула вот нашего композитора. И 50 лет они прожили, но я имею в виду, что последний год он прожил без нее. И вот он в дань
о ее памяти вот создает произведение, которое называется «Реквием», посвящение. Это мотив глубокой печали и одиночества. Но мы знаем, что «Реквием» – это крупное вокально-симфоническое произведение. Музыканты знают и вот Бриттона, английского композитора, да, военный реквием, ну, Моцарта реквием, Верди реквием. То есть это крупное монументальное произведение. А здесь он трансформировал вот это крупное монументальное произведение в жанр такой, ну, лирический, камерный. Да, потому что он здесь как бы в память о своей жене, о своей любимой женщине сочиняет это произведение. Оно написано для сопрано, баса и маленького состава ансамбля. Альта, флейты, скрипки и виолончели. Вот. Но в свое время была записана, рукопись у нас не издана, но вот мы в ходе поисковой работы, в общем, нашли. И вот, так сказать, хотим, чтобы мы сегодня вы послушали, редко очень исполняется, действительно пронзительное произведение. В рамках сегодняшней вот зумовской конференции она, мне кажется, будет очень хорошо слушаться. Значит, основная тема реквиема – тема памяти о любимом человеке. И на первый план здесь выходит душевное состояние героя, эмоционально окрашенные воспоминания, горестные чувства человека, потерявшего любимую подругу. Его настроению созвучен мерцающий образ ушедшей любви, выраженный композитором в трепетно-выразительном вокализе сопрано. Произведение одночасное, но в нем есть 3 раздела. Она как бы куплетная, в начале инструментальное вступление и в конце как эпилог, идентичное. Поэтому оно очень такое компактное. В инструментальном вступлении воплощено эмоциональное состояние светлой печали. Мелодическая линия начинается с устремленного восхождения в едином унисонном движении всех оркестровых голосов, звучащих как порыв отчаяния. И пауза в конце фразы несет большую смысловую нагрузку. Это как безвозвратность, горечь потери. И в полной тишине вот после соло наступает стонущий, вот после голоса флейты, который олицетворяет глубокую печаль, вступает голос сопрано, как органичное его продолжение. Ну и вот здесь мы можем услышать колысахи, вот они слышны. Высокая тесситура голоса сопрано, звучащего в унисон с флейтой, остановки, вот это все привносит вокалист в звукообразительный момент, плач и всхлипывание. Давайте послушаем музыку. Партию баса олицетворяет образ главного героя. Плавная мелодическая линия с частыми остановками, раздумьями, элегично. Человек во власти светлых воспоминаний. Это подлинное дуэтное сочетание голоса и аккомпанемента. Повторное проведение мелодии заканчивается ее волнообразным подъемом. Вот здесь мы можем послушать музыку.
Прожитых дней сокровенность, сердце печально даю. Ты, как алмаз, драгоценность, жизнь украшала мою. Да, очень проникновенная музыка, да, как вы слышали. И куплет завершается вдохновенным оркестровым отыгрышем. Ну вот идет вокал, потом отыгрыш, в котором одухотворенная широким дыханием мелодия флейты звучит с удвоением у струнных. И полифоническое переплетение мелодических линий струнных с выпуклой тембральной окраской каждого голоса разнообразит звуковую палитру произведения. А во втором разделе немножко музыка становится светлой, вот на словах зоренькой, теплой, весенней, ты прибываешь всегда. Ну, как бы временное просветление, оно дано для того, чтобы, ну, герой уходит воспоминаниями, светлыми воспоминаниями, для того, чтобы оттенить кульминацию, потому что неожиданно мир светлых воспоминаний герой обрывается глубокой трагедийной кульминации, которая звучит в оркестровом исполнении. Вот давайте мы послушаем. Как тяжело друг без друга, знаю один на земле. Да, вот здесь партия солиста, она прямо сливается вот с этой партией инструментальной, да. Здесь, в общем, оркестровые краски, конечно, большую роль играют, и вот интонация, она горестная, особо струнные очень хорошо передают вот это переживание, душевный мир человека, да, мир переживания. Ну, а заканчивается это вот как бы постепенным уходом и истаиванием, и вот журавлиным как бы криком, потому что у него там же безумолчный, в словах безумолчный алгыс, журавлиный, да, и вот здесь вот как бы национальный колорит есть, как бы вот душа человека, она вознеслась. И также и заканчивается произведение истаивания. Вот это одно из его интересных таких автобиографичных произведений, вот где поэтический текст слился полностью где вот композитор облег форму своеобразного музыкального диалога между басом и сопрано. И прежде всего это, конечно, глубоко исповедальное такой характер этого, единственный в своем роде. Вот больше у него таких произведений нету, я имею в виду вот в таком жанре. Да, но мы говорим, что оно автобиографично, вот посвящено Марии Евстафьевне. Вот здесь, наверное, должна я подключиться, да? Как-то. А как я подключусь? Слайды. Вот вы можете сами слайды показывать. Вот Мария Евстафьевна, супруга композитора. Видите, она в молодом возрасте приехала, ей это было 20 лет. Она сирота, воспитывала, со своей сестрой приехала. Воспитывала ее детей, помогала. А потом они случайно встретились с сельхозтехниками на вечеринке. Это вот из его воспоминаний. Они с тех пор не расставались. Трудно жили. Это вот здесь фотография, это свадьба, он говорит.
А он фотографированием занимался, Захар Константинович. Вот он сфотографировал. Какая скромная была у них свадьба. И вот он, в общем, 4 детей у них было. Зинаида, которая закончила Вагановское училище. Ой, не Зинаида, Антонина, которая закончила Вагановское училище. К сожалению, она уже ушла. Ага. Нонна, вот это маленькие фотографии. Наталья Захаровна, звукорежиссер, наверное, пока работает. И Захар Захарович. Вот. И вот видите, 4 детей, множество внуков. И он долгие годы жил в их окружении, в теплой обстановке. Вот. Ну вот это вот, касаясь этого произведения, сказать, что вот он очень любил свою жену и посвятил ей много теплых строк в своем семейном альбоме. Он издал, как бы сам издат, вот в это посвящение он ноты издал сам. И там же он написал текст. И вот там такие слова я хочу обязательно зачитать, потому что они очень проникновенные. Для творческого человека не только талант является главным, но и понимающий, чуткий человек, жена, друг рядом. Такая умная, добрая и мудрая жена – большое счастье, поддержка для творческого человека. Я очень благодарен ей, моей любимой жене, за все. Она любила слушать со мной, она любила слушать мои произведения, иногда давала отдельные советы и радовалась вместе со мной моим победам. Она была музой моих первых работ, и это сейчас никто не оспорит. Да, они были очень дружной семьей. Ну, известно, что Захар Константинович был спортивным человеком. Вот у него был разряд по многим видам, да, вот по национальным прыжкам из стола и волейболу. И он до преклонных лет занимался спортом. Вот они ходьбой вместе со своей супругой совершали ежедневные утренние пробежки. Потом были оба хозяйственные, крестьянская хватка была у обоих, да, метким стрелком был Захар Константинович, поэтому они вместе охотились, вот прямо с женой ездили. Вот у них была дача, они построили домики своими руками, то есть вообще разводили всякую живность. То есть это была вот такая очень крепкая, вот у него был очень крепкий тыл. И была женщина очень мудрая, видите, отправить мужа в такую дальнюю учебу, самой остаться русскоязычной человеком в сельской местности в те годы, это был, конечно, большой подвиг. Она училась, потом вслед за мужем все заочно закончила исторический факультет и долгие годы преподавала в Якутском художественном училище, была секретарем парткома, то есть тоже активная она была. Вот. И вот тут еще вот такие слова тоже, вот он сам пишет. Моя Маша всю любовь, заботу и ласку посвящала всецело лишь для меня. Как сейчас чувствую ее нежный, любящий взгляд, добрые, ласковые руки. Она для меня подарок судьбы. У моей Машеньки была чистая, светлая душа, стремящаяся к чему-то новому и доброму. О, какие чистые, искренние чувства мы испытывали друг к другу. Сейчас это вспоминается только как чудный сон. 50 с лишним лет, прожитых вместе, как это мало. Сейчас мне тяжело без нее, без моей дорогой солнечной Машеньки. Ну, такие слова, конечно, мог посвятить только человек очень глубоко и искренне любящий. Ага. Ну вот и здесь, наверное, как я должна тут на демонстрацию экрана перейти, да? Тут в конце бы я хотела сказать, да, вот тут зачитать вот из этой книги, ага, вот он сам ее издал, но я просто вот включила уже вот в другую книгу, да, прямо его слова, и как эпилог к этому реквиему воспринимается. Я благодарен судьбе за то, что в этом срединном мире встретился мне такой человек, как моя Машенька. С ней вместе мы перенесли все тяготы жизни, познали настоящие искренние чувства. Любовь детей, внуков. Она для меня всегда была путеводной звездой, окрыляла на творческие взлеты, удачи и победы. До моих последних дней жизни она всегда будет в моем сердце единственной любовью, счастьем и солнцем. Моя дорогая Машенька. Композитор с таким великим талантом, конечно, он мог, кроме этих слов,
посвятить ей музыку. И вот такую тонкую, лирическую, глубокую музыку, философскую посвятил он памяти своей жене. Сегодня есть у нас была возможность послушать, прикоснуться. Но как мы, поскольку музыки было мало, конечно, еще зайти на YouTube-канал до сегодняшнего дня, наверное, до конца, там будет творческая встреча, которая произошла в 2017 году, когда вот Захар Константинович, наверное, последний, он там сам поет по поводу выхода книги очерков «Саняховой творит для народа». И там есть хорошие слова, он при жизни услышать, он сам там поет свою песню, там все видные деятели культуры и искусства собрались, это было в Лактическом институте. И хороший концерт был преподнесен ему в подарок. Звучит танец шамана, песни, для флейты произведения. То есть вот такое хорошее мероприятие, которое мы смогли снять, это, правда, 3 года назад получается. Вот. Вы можете, вот будет ссылка, наверное, в группе, можете туда зайти. Сегодня мы просто не осмелились это все видео сюда выложить в живом, вот сюда, да, потому что не поддерживают. Это было бы некачественно, я считаю, что это даже не очень хорошо было бы. Ага. Вот, и поэтому вот сегодня у нас вот такая встреча получилась. Я вижу, что здесь молодые люди зашли, мои студенты, которые, возможно, не знают вообще его музыки. Музыки звучит мало, якутской, в его частности. Да, и вот я призываю вас больше слушать. Ну, что есть, всякие носители же есть. В этот концерт прослушать, тот самый последний, на канале музыкального училища много бывает, да. Вот, пожалуйста, сегодня есть хороший повод, день рождения нашего замечательного земляка, наверное, здесь Кобяйский есть, да? Замечательного земляка, выдающегося композитора, замечательного человека, ну, первого профессионального композитора из народа Саха. Вот мы воздали ему должное, вот сегодня такой лекцию мы провели. Я думаю, что еще череда будет еще событий хороших в честь него. Вот. И если у вас есть какие-то вопросы, можете задать. Вот. Спасибо, Наталья Иннокентьевна. Было очень интересно. В YouTube-канале можете уже посмотреть. Я ссылку в группу отправлю. Ой, они уже все выставили, да. На YouTube-канале. Вот творческий вечер Степана Константиновича Захарова. Если будут вопросы, можете задать или написать в чат. Захара Константиновича Степанова. Ой, Захара Степановича Константинова, извините. Захара Константиновича Степанова. Я тут брат Степанов Роман Константинович говорю. Да, у него. Он был глава очень большой, вот этой династии. Его всегда считали самым главным. Степанова. Ага. Выбор Антон Николай Степановичтен Узалдан улуун тойган мерудиен мелодистерин түмсүнүсеттен асыда каттериен Захары кытта элбаттыр үлесвекебин. Тәді докладчикка мақтал. Захар Степанов, Константинович Степанов dedi atına ha bu kıyamı bunu küçüğü bular ergite halden mı atır eti bit bana ki bir devir devir. Захар Константинович bu profesyonel müziklerini tarkapı sayınlar bu keyif ol batak. Kine sağmay bir lokan öngöte müsamad yetinay melodistleri öyen inler ülleri tarkatan kendileri üyeleten bir respublika biliyen ola kasım suyuna melodist var vallahi. Ben ondan da harika sübdan maktanavın. Ben ol tümsübün teriyem varan kendine Anatoly Nikolaevich Semyonov köğülehininden manı seminer yeter edebit. Burgonga. Onu kendine altta da kultak hatırlar hep de. Burgonga. O çılgı beygi tuğdu luğana ayalık canmıs hep de. Ol ayalık canlar tuğuma yaktır diyen bu erenen kere turura var bir hep. Esüddek. Ondan bir döşse bildi bana ol seminerden maramut çaran kuluba hallı bıtak. Onu biz Sasyardan'ın 3 çaska varan
мелодиста бұрамыз Захарды мұрамы кәседден тұрады. Оны да зал толыр етәйіпті. Мұсасы дөйс жазық. Аны тұран Захар саны келу рөті табылар. Олақ народнай кейіпті. Народна қырат еддіғ. Бұл союз композитордың білістәтелеген де тоқ тулатын суйчы ванстырген де оқ. Наға бір үстой. Етер кейдіқпін олар үйері көстер. Күлі үйері болар. Мен ұсалдан кеймен сұри бұтым. Сүйлбәтчі қыл боланар. Оны кене қатиеммен көрдіріммегін. Оны кене бігергетен. Осы әбейтен ол үребін қорғын орын тұрар. Әпте. Онан бе ұзалдаттыр атырыптан. Білген бейтім сүйбет ауғанча ке мелодис бар болла. Мен ол мелодистірім үретін лопсая, нотақты әрін компьютерға ұқсан 11 үріне оғырдым әпті. Онан бұл Захар, итебатты кеннер Захар кеметі. Захар оны тағынан Николай Берестебе, Тимофей Стручукова, Василий Зырянова, Виктор Никонорова, итедегі алтан бейқа семинар берен, бейге мелодистер бұд грамотнай болаларғар, тағымнақ болалары сүдді алақын орыллақ. Онан бейге кенеқа Allah мұғыра уақ мақтана бұд. Дамнұра айтып өтестен оттан бұл юбилейде асалынан, оған салынан кенене итетек істегі әйті кенені бұлуды оғылырығар бәбіді істег мақтал бұдын, бәбіден терді бет. Улахан мақтал. Вот она вот поступил вопрос от вот Оксаны Эдуардовны вот об этом произведении, исполняется ли произведение Рыхли. А вот насчет, да, я сказала, что он помогал мелодистам деятельности, да, Барри, что много очень он воспитал. Так, а вот в 2006 году, значит, рукопись известна вот этого произведения, да, исполнено оно было вот на больших концертах, я не знаю, в начале, может, исполнять, вот Марина Силина и Валерий Касаткин исполнили это произведение, ну, неоднократно, конечно, композитор слышал. Вот. Но на большой эстраду вот сейчас оно могло бы быть очень даже актуальным. По-моему, не исполняется. Рукопись есть в Национальной библиотеке, есть. Запись есть на НВК Саха, могут послушать. Вот она в открытом доступе. Ну, конечно, напечатанных работ у него мало, всего 9 песенных сборников, товарищи. Видите, большой композитор. Ни одна партитура, ни один клавир больше не опубликован. Ну, это беда вообще композиторской музыки. Нет нотных как бы эквивалентов в открытом доступе. Благодаря тому, что Захар Константинович сам владел вот этим Сибелиусом, он еще что-то вот написал. Но партитуру писать это же очень трудное дело. Вот так вот. То, что касается... Можно сказать, да, что-нибудь еще? Ага, да. Да. Очень приятно к дню рождения нашего любимого Захара Константиновича Степанова провести такую видеоконференцию. Большое спасибо организаторам. Видеть родные лица. В связи с болезнью мы уже никого не встречаемся. Вот прекрасный руководитель ансамбля «Кончари» высказал, Алексей Егорович, наш председатель Союза авторов песенников сидит. И весь наш БАМОН, Джанда Кимовна наша радостная сидит. И, конечно, я хотел бы сказать, что в 2016 году Союзом композиторов Джанда Кимовной при живом еще Захаре Константиновиче, композитора Кирилла Афанасьевича Герасимова, был проведен замечательный первый конкурс «Славься, земля, Лунхо». И мне посчастливилось со своим хором выступить на этом замечательном форуме хоровой музыки. Кстати, Захар Константинович работал в жанре хоровой музыки. И поэтому было приятно участвовать и получить приз, значит, из рук самого композитора. Это я хочу сказать. Это факт очень важный. Потом хочу сказать о том, что я дружил с сыном Захаром, когда учился в музыкальном училище, он был духовиком, но пошел по другой стопе, он очень оптимистичный, бодрый парень. И еще хотел бы сказать такой штрих, что мы мелодисты, вот я тоже являюсь автором-песенником, от души благодарен, потому что когда я работал
после окончания музыкального училища в селе Палдас музыкальной школе открывал, он проводил вот эти встречи, значит, с мелодистами. И я туда ездил. И есть, конечно, его скромный вклад, что мы полюбили якутскую песню. Понимаете, дело в том, что когда было время, когда вот эти Гран Григорян, Герман Комраков, это было другое поколение, когда вкладывалась абсолютно государственная политическая машина, там, где Ольга Иванова, Спор Максимов, было другое отношение, то когда вот уже началось 80-е годы, как-то вот профессиональная музыка поднялась наверх, и отношение было более другое к художественной самодеятельности. А вот Захар Константинович все время поддерживал и говорил, вот слова Глинки, помните, что композиторы, значит, обрабатывают, а народ сочиняет музыку, сам народ. Вот этот факт я всегда помню и очень уважительно отношусь к его творчеству. И Наталья Иннокентьевна постоянно, как пропагандист творчества Захара Константиновича, все время находит новые какие-то штрихи и добавляет свои прекрасные лекции. Спасибо вам большое. Спасибо. И, коллеги, несколько слов. Спасибо, Очень Владимир Петрович. воспользоваться случаем, поздравить сегодня действительно очень знаменательная дата в истории нашей истории музыкального искусства. 90 лет первому профессиональному композитору Саха. И вот в связи с этим мероприятием наш союз проводит ряд различных событий. И в частности, вот хочу воспользоваться случаем и пригласить принять участие вокалистов, профессиональных, самодеятельных, участвовать в конкурсе песни, значит, который состоится 5-6 декабря. Он будет абсолютно дистанционный. Действительно, вот сейчас говорил, да, Владимир Петрович, что был конкурс, вот он и есть, он задумывался в первую очередь, конечно, как конкурс хоровой и вокально-ансамблевой музыки. Но, как вы сейчас понимаете, время вносит свои какие-то поправки, поэтому вот в этом году мы решили провести дистанционно конкурс именно сольных исполнителей. Возрастных ограничений нет. Приглашаем всех с большим удовольствием. Просто хочется вспомнить, когда вот был первый конкурс, у нас были детки 3-4 лет из детского сада. Ольга Аркадьева приводила ансамбль. Был хор ветеранов, которым далеко было за 70, за 80 лет, поэтому возрастных ограничений нет. Также внутри этого конкурса мы проводим вторую номинацию «Слово о композиторе». То есть здесь можно прислать совершенно разного плана исследовательские работы по творчеству Захара Константиновича. Тоже возрастных ограничений, жанровых ограничений нет. Всех приглашаем, приходите на этот конкурс, участвуйте. Все как бы объявления уже висят. Положение конкурса будет висеть на сайте Якутского музыкального колледжа. Уже что-то выставлено в Инстаграм, поэтому с удовольствием всех ждем. Все очень рады. Вот действительно сегодня такое хорошее событие. Вот большая благодарность организаторам сегодняшней встречи, Национальной библиотеке, дорогой Наталье Иннокентьевне. Просто я от души рада. Действительно, вот музыку Захара Константиновича можно считать эталоном якутской классической профессиональной музыки. И вот этими словами я хочу закончить свое небольшое выступление. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Чен Бекимовна. Да, у нас осталось 10 минут. Ага. Ну, видимо... Сейчас вот дело в том, что вот мы начали выпуск передачи в эфире «Филармония Якутии». И вот буквально в первых числах ноября выйдет выпуск, посвященный полностью якутской музыке. Конечно, там главная идея будет 90 лет Захара Константиновича Степанова. Но также вы услышите и музыку других якутских композиторов. То есть у нас вот эта работа, она продолжается. Вот, к сожалению, вот именно сегодня как бы у нас вот, получился вот такой эфир. Да? А программа будет, обязательно будет. Спасибо. А вот кто-то хотел... Бұл Саха-Сирен музыкатын онна фольклоры музейі бұйыл
быйыл ахсынны ыйга биһиги тоҕон сыллаах юбилей гаранамыт выставка турар арыһытабыт. Ранханна быстаганна. Бу выставка бут виртуальный болуга. Онна бу выставкага анан бу кинини кытта алтыспыт, кинини кытта билсе хаджыбыт, оны херге кини үлетін бу тентиер, кини үлетін Диэни да. ырыхтыну, видеога устан ылыхпытын багарам. Бу бүгүнгү лекцияга кыттыны ылбыт жон бука барып күскөмө болохут тенерine бит. Василий Степанович эн актыгын эме хаянды күйтәбин. Учуталым хаянды көмөлөһө денерine бин. Онна бу выставкага бияха как раз бүгүн кирен олорор Абаюкова Варвара Валерьевна. Онон кинехага ингитин сибәстәһән тахыхыт денерine бин. Итинниге тиләхпин. Группага баргыт да эпохи музыка ден группага. Хоппот, ол группа тилдер бит коллары чүгәй болу. Мен номер берен кия хеп манна хорую. Я хор ярынды. Ким Варварага бар небедин. Ото болдакча. Сепахтан. Продолжение лекции будет, Наталья Иннокентьевна. Да, продолжение лекции у нас в каком формате, то вряд ли, потому что там уже мы хотим музыку непосредственно. Вот колыбельная, это его же большая опера. Пустить ее вот так в этом эфире, она будет не... Поэтому, наверное, вот через какие-то другие программы в Ютубе мы что-то выложим хорошее. Ага, вот так вот. Ну и вы тоже подключайтесь. Вот это же большой проект, подключайтесь. Вот Владимир Петрович, Таня Кирилловна, вот в таком, Зоя Иннокентьевна там сидит в таком формате. Аксакал наш вот сидит, Зоя Иннокентьевна Кирилловна, который действительно летописец всей якутской композиторской музыки. Она бы тоже могла вот в зуме с нами встретиться. Может, несколько слов скажете, Зоя Иннокентьевна? Как без вас? Да, Зоя Иннокентьевна, конечно. Звук включите, пожалуйста, Зоя Иннокентьевна. Звук. Да, все, включили. Спасибо организаторам. Очень интересное мероприятие. Наше время имеет и недостатки, и положительные моменты, потому что так собраться может быть даже легче. Потрясающая музыка. Хочу сказать, что реквием исполнялся. Он исполнялся на концертах, юбилейных последних концертах Захара Константиновича Степанова. И одной из прекрасных певиц, вот, которых пела это произведение, является Екатерина Захарова. Наша вокалистка Екатерина Захарова. Большое спасибо Наталье Иннокентьевне, большое спасибо Чанде Кимовне за то, что она хранит память, что вы храните память о нашем замечательном Захаре Константиновиче, о прекрасном человеке, о настоящем мужчине и о композиторе. Спасибо большое. Спасибо, Зоя Иннокентьевна. Спасибо большое, Зоя Иннокентьевна, за теплые слова. И всем, наверное, организаторы, действительно, вот музыка, да, Саддам Син? Ага. Вот Национальная библиотека проводит проект из Национальной библиотеки «Эпоха и музыка», и вот по проекту мы будем проводить лекции. Если есть желающие, пишите мой номер 8 984 155 18. Можете по WhatsApp написать. Кто хочет какие лекции, и, может быть, кто-то хочет провести лекцию тоже. Слышно, да, сотрудничество. Меня слышно, да? Да, Тамара Николаевна Семенова, наш библиограф. Да. Здравствуйте. Да, мне очень приятно находиться вместе с вами на этой платформе. Но Захара Константиновича я знала давно. Он был другом моего брата Анатолия Николаевича Семенова. Я даже с малых лет я приезжала в город Якутск, вот вместе с братом мы к нему в гости ходили, или он часто заходил моему брату. Так, поэтому я его очень давно знаю. После смерти моего брата мы еще ближе с ним стали знакомиться. Часто я приходила в Союз композиторов как музыковед и сидела, и мы разговаривали. Так, я хотела бы сказать, знаете, что перед смертью Захар Константинович мне передал
3 сборника своих песен. 3 большие, толстые, кстати, да. Ну, я поняла, что это сам издат, автор сам это составил, и сам, ну, бывают же такие, да, которые вот не имея финансов, и затрудняются, поэтому они сами издают. У него был вот именно талант тоже вот сам издательство, да, и он так свои вот работы издал, просто вот они единичные, в единственном экземпляре, да, и попросил меня эти сборники переиздать. Да, вот они у меня находятся, эти 3 большие сборники его песен. Да, они в единственном экземпляре, и они вот сейчас как раз юбилей, сейчас будет. Я бы очень хотела попросить решить этот финансовый инструмент, что ли, как сейчас говорят, да, союзом композиторов и переиздать. Наталья Иннокентьевна, я потом вам передам эти сборники, да. Действительно, мероприятие очень интересное. Я лично, конечно, очень, наоборот, много узнала из его жизни, из юности его, да, который вообще не знала. И организаторам Сардане Васильевне и вам, Наталья Ивановна, большое спасибо. И, ну, дальше мы будем ждать. Удачи вам в ваших вот этих мероприятиях. Спасибо, Тамара Николаевна. Спасибо. Ага, просят, можете ли скинуть положение конкурса в группу учителей музыки республики? Ну, это, Давайте видимо, сделаем так. Чаян Дакимовна может. Да, я вот, значит, скину тогда текст положения Наталье Иннокентьевне, а вы передадите вот руководителям, потому что у меня нет телефона. Или вы дайте вот руководителям мой телефон, я отправлю текст. Да, есть положение. Или в группу музыки тоже написали. Да, конечно, конечно. Желающих много. Да, хорошо, очень хорошо. Хорошо. Наталья Иннокентьевна, заканчиваем, да, у нас осталось 2 минуты. Всем большое я спасибо. Хочу, да, заключительно сказать, что... да, Наталья Иннокентьевна, хорошо. Да, в общем, большое спасибо, это была премьера. В Zoom я никогда не проводила такие большие мероприятия, поэтому как получилось, так получилось. Но я как исследователь творчества Константиновича, конечно, не могла не пройти мимо этой даты, и вот в таком формате мы воздали все-таки ему память. Большое спасибо всем за внимание. До новых встреч! Спасибо большое, Наталья Иннокентьевна, и всем участникам. Ну, встретимся в ноябре, да? Да. Или будет видео. Сейчас я вам отправлю в группу Zoom, ну вот YouTube, запись из YouTube. Хорошо, посмотрите. Все, спасибо, до свидания. Так, как мы выходим? Так, завершение. Так, выходим, да?